нажимаем и только говорим. Здравствуйте. Сегодня наша пресс-конференция посвящена нашей предстоящей премьере, балету «12 стульев», премьера которого состоится 25, 28 и 29 марта в Государственном театре оперы и балета Республики Саха-Якутия. Хотелось бы начать с того, что наш новый 2020 год начался с ребрендинга нашего репертуара, логотипа и, собственно, нашей визуальной политики. Но визуальная политика, она никогда не основана только на визуальном. Она основана вообще, в принципе, на новом позиционировании театра. Сегодня мы, как интересный, прогрессивный, амбициозный театр, хотим стать одним из ведущих музыкальных театров нашей страны. Но для того, чтобы добиться этих амбициозных целей и задач, перед нами стоят определенные сложности, но для того, чтобы эти сложности преодолеть, нам в первую очередь нужно пересматривать формат взаимодействия со зрителем сегодня. Поэтому и было принято решение о постановке спектакля «12 стульев», который является хрестоматийным сюжетом для огромного поколения жителей нашей страны. Это узнаваемый сюжет и для молодого, взрослого и среднего поколения. Поэтому хотелось бы сейчас представить хореографа-постановщика белорусского театра из города Минска, театра «Территория мюзикла» Дмитрия Якубовича, который немного подробнее расскажет об этой постановке «12 стульев». Здравствуйте, Дмитрий. Хочу буквально в нескольких словах рассказать о идее
пришедшее в голову о постановке балета, эксцентрического балета «12 стульев». Когда я услышал музыку Геннадия Гладкова, и это было мною услышано в Московской филармонии, они играли кусочек «Самбо Рио», мне сразу же пришла идея постановки этого балета. Настолько музыка яркая, выразительная и заразительная. Надо сказать, что Гладков великий стилизатор в музыке. Вот. И мне захотелось сразу же за ним последовать, так как в балете использовано много музыкальных стилей разнообразных. Там звучит джаз, звучит рок-н-ролл, шимми, все основано, естественно, на классике, на классической музыке. И это такой вот музыкальный винегрет, который очень как-то прекрасно сложился. Потому что, Гладков все-таки такой великий мастер. И я надеюсь, что нам удастся и удается уже вот эти вот музыкальные направления воплотить в визуальном ряде. Ребята должны и какие-то трюки показывать, и степом владеть, и какой-то у нас бразильский карнавал. И это все в одном спектакле. Кроме того, мы же все знаем этот роман «12 стульев», и балет этот сюжетный. За ним нас через этот квест, через поиск бриллиантов проводят Киса и Остап, главные два персонажа, которые нас ведут к этой развязке, и мы, конечно, должны непрерывно эту линию поиска сокровищ провести в балете, естественно, путем выразительных средств, таких как хореография, пластика. Вот. И надеюсь, что это будет, да не надеюсь, я даже уверен, что это будет интересный, такой вот, интересно будет за этим следить. Единственное, что мне хотелось бы добиться от ребят, это больше такого актерской такой работы, вы знаете. Они прекрасно подготовлены, они очень хорошо танцуют, они хорошие танцовщики. Только осталось вдохнуть еще такое, знаете, актерского существования, чтобы они работали как актеры, потому что текста, как мы знаем, в балете нет. Все выражаем посредством хореографии и пластики, и мимики, и жестов, и так далее, и так далее. Приблизительно в 2 словах. Этот спектакль «12 стульев» в Государственном театре оперы и балета Республики Саха-Якутия, премьера которого состоится 25, 28 и 29 марта 2020 года, обещает быть ярким зрелищем и интересным театральным проектом, который будет наполнен светом, потрясающей музыкой, шлягерами и безумной, потрясающей, талантливой театральной игрой. Собственно, поэтому мы и приняли решение о таком ноу-хау, когда над балетом работает не только хореограф-постановщик, но и режиссер-постановщик. И хотелось бы представить режиссера-постановщика Белорусского театра территориального мюзикла Анастасию Гриненко. Добрый день. Очень приятно находиться здесь, в этой хорошей творческой компании. На самом деле это такая есть уже мировая тенденция о привлечении режиссеров в балет, потому что 21 век – это век симбиоза разных жанров. Да? В нашем балете это синтез музыки, хореографии, изобразительного искусства, актерского мастерства. На самом деле много стилей, много переодеваний. Это, в общем-то, шоу. Шоу, где каждые 2 минуты что-то меняется. То есть актеры буквально за 2 минуты должны менять образ, появляться в новом образе. Это очень динамично, очень ярко. И я думаю, за последнее время, наверное, не было такого спектакля на сцене
Саха оперы. На самом деле очень интересно, потому что интересная труппа, интересные у нас два состава исполнителей. Причем, мне кажется, хорошо, когда есть опытные исполнители. Вот сегодня присутствует у нас и исполнитель роли Остапа, и исполнитель роли Кисы Воробьянинова. Да, один из них опытный и талантливый, а второй молодой начинающий. И, в общем-то, мне кажется, идет такая помощь друг другу, потому что кому-то легче, кому-то сложнее. На самом деле это тот спектакль, который зритель должен смотреть как кино. И это для зрителей, которые любят балет, и для тех, кто первый раз придет в балет, им тоже будет интересно. Для всех есть свои пласты, свои уровни. Кроме того, что это веселая комедийная история, там есть еще и какой-то, знаете, пласт нашей истории, который очень интересно считывать. Задействованы все какие-то визуальные приемы, в том числе видео, хроника 20-х годов, а это, наверное, как раз вот время строительства государства, время вот создания нового общества. Очень много всего мы изучили и по моде того времени. На самом деле очень интересный проект. И благодаря Сергею Сергеевичу, который, в общем-то, нас всех сподвиг, буквально еще несколько месяцев назад мы не думали, что мы здесь окажемся, и даже не верили в это. Но вот он подбил нас на такую авантюру, мы откликнулись, и откликнулся весь театр. И вот сейчас идет очень такая активная работа, интересная и творческая. Если говорить об авантюре, всегда произведение Ильфа и Петрова «12 стульев» связывается с авантюризмом, с Остапом Бендером. И хотелось бы дать слово восходящей звезде нашего театра, ведущему солисту Саха опера-балет Валерию Аргунову, который, наверное, вкратце, а может быть даже и не вкратце, а может быть подробно расскажет о первых днях репетициях, о тех мыслях, которые у него возникают об этой роли. Валерий Аргунов. Здравствуйте, я Валерий Аргунов. Хочу сказать о балете «12 стульев» в том плане, что это новое для меня совсем. Я не танцевал ведущие партии так много, и для меня это шаг вперед для моей балетной карьеры. И хочу сказать что про партию Остапа Бендера. Он мошенник, авантюрист. Мне хотелось бы вжиться в роль, прожить весь спектакль Остапом, не Аргуновым Валерой. И хотелось бы хорошо все исполнить, чтобы зрителям понравиться. Спасибо. Можно быть говорящими головами, и можно рассказывать о том, сейчас я говорю о себе, да, и брать такую функцию модератора и просто представлять следующих участников. Премьеру балета Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия Павлу Необутову я хотел бы задать вопрос. Насколько роль Кисы Воробьянинова в спектакле «12 стульев», премьера которого будет в марте в нашем театре, насколько эта роль, эта партия для вас, это какая-то новая ступень в вашей карьере, ожидаемо ли это было для вас, неожидаемо? Как вы видите свое развитие творческое? Чем вам интересна эта роль сегодня? И, может быть, какие трудности вы ощущаете сегодня в работе с балетмейстером и режиссером над этим спектаклем? Здравствуйте. Во-первых, я хотел сказать, что на самом деле я немножко не ожидал, что я буду назначен на партию Воробьянинова. Вот мы с Анастасией Анатольевной беседовали, и я ожидал, что Воробьянинов – это тот, который повыше, а тот, который повыше, оказался Остапом. В общем, волею судьбы я стал Кисой Воробьянином, и вот с высоты, так скажем, прожитых лет в балете я заметил, что все те партии, которые, допустим, я думал, что мне бы пошли, не приносили, так скажем, результата того, который я ожидал. А те партии, которые мне, по тем или иным причинам нравились меньше, всегда получались лучше в моей жизни и становились ярким пятном на всей моей творческой деятельности. Поэтому
Данная партия очень интересная в плане драматической игры, и попробую раскрыться для зрителей в новом образе. Надеюсь, им понравится. Вот, собственно, и все. Это спектакль «12 стульев», эксцентрический балет, шоу, театральный эксперимент. Будет начинаться не просто в зрительном зале. Само действие будет начинаться уже в фойе нашего театра. И, конечно, вот эта атмосфера 30-х годов. Особая зона существования в фойе, в зрительном зале, топер сидящий до начала спектакля. Конечно, наверное, может быть, сейчас я раскрываю какую-то некую интригу, которую ждет зритель в предвкушении премьеры этого балета. Хотелось бы спросить у главного художника Белорусского музыкального театра Андрея Миренкова, насколько вам сложно сейчас сочетать работу над художественным образом, да? Когда мы говорим о сценографии, конечно, это все-таки образность, вот работу над художественным образом и работу над шоу, которое хочет сделать режиссер этого спектакля. Насколько сложно вам было существовать в этой системе координат, которую предложила Анастасия Гриненко, и как вы нашли общий язык, и что вы хотите как художник своего личностного рассказать этой сценографией, этим образом? Здравствуйте, я Андрей Миренков. На вопрос отвечу следующим образом. Ничего сложного не было, то есть я в целом это воспринимаю как, то есть работа над спектаклем, над любым спектаклем, будь то опера, оперетта или балет, или драма, всегда, меня так учили. Сначала образ, потом все остальное. Конечно же, ищешь сначала какие-то символы того времени, ищешь какой-то образ, как человек живет в этой атмосфере, как его эта атмосфера перемалывает. И, по сути дела, оно как петелька-ниточка тянется, и ты придумываешь. Конечно же, идешь за режиссером, потому что режиссер всегда главный, тут как бы никуда не денешься от этого. Поэтому ничего сложного не было. Сложность в основном всегда в изготовлении самого спектакля, то есть работа с цехами. А удовольствие ты получаешь именно когда придумываешь, делаешь макет, и вот как-то вот так вот. Что касается шоу, да, все будет постмодерново, современно, креативно очень, светло, цветно. В общем, приходите. Светло, креативно, современно, но, конечно, в этой ситуации никогда любое шоу, любой театральный проект, любой балет не обходится без костюмов. Хотелось бы сказать, что в этом спектакле, в спектакле «12 стульев», будет более 200 костюмов. Это очень сложно в производстве, это эстетские формы, меха, перья, буа, стразы, очень сложные фактуры тканей. Я знаю, что белорусский художник, который специализируется по костюмам, Юлия Бабаева, славится красотой, зрелищем, и всегда спектакли, в которых она работает, доставляют зрителям невероятное эстетическое наслаждение, потому что костюм, вот это эстетическое удовольствие, вот это эстетическое зрелище, от которого зритель формирует свое впечатление о том спектакле, который он видит. Хотелось спросить бы у Юлии Бабаевой о том, насколько сложно все-таки работать с костюмами к балету, есть ли какая-то разница с драматическими спектаклями и есть ли сложность в поиске тканей, потому что я могу уже сегодня сказать, что логистика в городе Якутске достаточно сложная, и я знаю, что вы посетили большое количество магазинов с тканями, и получится ли у вас осуществить те задумки, которые были запланированы в плане производства костюмов к этому спектаклю? Я думаю, что получится. Я посетила несколько магазинов тканей, и ткани, по-моему, прекрасные здесь, и очень хороший выбор. Вот. Еще не все, причем я посетила, не удалось пока. Дело в том, что я хочу сказать про этот спектакль. Первый раз мне выдалась возможность сделать костюмы к балету, и недавно я обнаружила такую запись свою в социальных сетях, что дело в том, что костюмы к спектаклю «12 стульев» я делаю не первый раз, но это в разной стилистике. Это драма
и мюзикл. И, получается, балет делаю первый раз. Вот, и недавно обнаружила в своих социальных сетях, что я написала год назад, что настолько мне нравится это произведение, что я готова еще поставить 112 стульев, и вот я теперь здесь перед вами. Вот, такая вот ирония судьбы. Вот. Я хочу сказать про эти костюмы, что там будет прочитываться в этом балете вся история костюма начала века. Прямо будет идти красной нитью. Также можно будет прочесть какие-то, увидеть интерпретации каких-то картин XX века. Начало этому положила Анастасия Анатольевна. Там будут картины и Кустодиева, и Малевича, потом идеи конструктивизма. Вот. Гламурные какие-то эстетские сцены, как сказал Сергей Сергеевич, со стразами, с перьями, с мехами будут перемежевываться в контрасте со сценами революции, и, естественно, это будет совсем другая эстетика. Вот. Что я хотела сказать. Огромная постановочная группа, 6 человек. Здесь сегодня не присутствует ассистент балетмейстера, здесь сегодня не присутствует дирижер-постановщик Белорусского музыкального театра Николай Макаревич, который приедет к нам к концу, к выпуску, будет дирижировать премьерой этого спектакля. Уже сегодня приехал на техсовет художник по свету Кирилл Хрущев из Екатеринбурга. То есть это глобальная, крупная, современная театральная работа, которую мы готовим к выпуску. И хотелось бы в заключение сказать о том, что Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия готовит калейдоскоп премьер в 2020 году. И совсем скоро, 25, 26, 28, можно поменять на картинку, и 29 января состоится премьера оперы и балета «Дитя и волшебство». Особо новый, интересный, экспериментальный формат, когда зритель становится участником спектакля и сидит на сцене, и действие происходит вокруг него. И зритель, который придет на этот спектакль «Дитя и волшебство», получит новое, неизгладимое, особое театральное впечатление. Мы ждем ваших вопросов по поводу нашей предстоящей премьеры «12 стульев». Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в микрофон. Мы с удовольствием, все участники пресс-конференции, ответим на ваши вопросы. Представьте, что перед вами стоит человек, который безумно влюблен в это произведение «12 стульев». Он обожает экранизацию, да? Но не привыкший к такому формату, как балет и опера. Что он получит от вашей постановки? Спасибо. Ну, на самом деле для человека, знающего роман и читающего его, будет интересно. Там зашифрованы какие-то ссылочки на роман, которые может понять только тот человек, который его очень любит. На самом деле роман же многослойный, и вот я тоже его читаю не первый раз, и к этой постановке я его опять вот перечитывала, и каждый раз ты там можешь найти новые вещи. И вот для внимательного зрителя можно прийти несколько раз, потому что многоплановая очень постановка, и хореография такая многоуровневая, и есть какие-то смыслы, и вот отгадывать персонажей, отгадывать их интерпретацию, мне кажется, очень интересно. Кроме того, вот Геннадий Игоревич Гладков, композитор, да, который, в общем-то, стал, наверное, первым человеком, который придумал это произведение. Вы все знаете замечательный фильм Марка Захарова. И, в общем-то, конечно, этот балет был, наверное, то есть он не все, наверное, вложил, не все, что мог в фильм, потому что музыку писал тоже Геннадий Гладков, взял эти мелодии и развил, и вложил в него столько много нового интересного, что создал огромный балет, очень сложный по оркестровке, но очень такой философский. Поэтому, мне кажется, вот для любителей романа «12 стульев» это вообще вот надо обязательно к просмотру, надо прийти и посмотреть. Но даже те, кто не читал, а, к сожалению, уже молодое поколение, то есть это не настольная книга молодого поколения, они могут прийти, заинтересоваться и захотеть прочитать это произведение. Как мне кажется, что для тех, кто не знает этой сюжетной линии, не знает романа и не знает героев, они
увидят и отследят от начала и до конца. Они считают все от начала и до конца, эту историю они поймут. Ну, как нам кажется, так все было придумано и заложено. Поэтому для знающих там будут еще сюрпризы внутри, вот. Ну, для незнающих они будут знакомиться. Но и музыкальный план очень шикарный, и это обязательно к просмотру и к прослушиванию. Здравствуйте, Сана Иванова, есть я. Вот хочу спросить, будет ли якутский зритель первым, кто увидит эту обновленную постановку, и на какого зрителя вы вообще рассчитываете, на кого более для молодых, для тех, кто в возрасте, тех, кто знаком или тех, кто не знаком с произведением? Спасибо. Премьера этого спектакля состоялась более 30 лет назад. Этот спектакль шел в том числе и в Якутске, а в тот момент в музыкальном театре. Сегодня это эксклюзивная, новая театральная постановка, не похожая ни на одну из тех, которая когда-либо шла на каких-то сценах, потому что это абсолютно новое прочтение сценографии, новое прочтение костюмов, новое прочтение сюжета. Сегодня во многих музыкальных театрах России и СНГ идут мюзиклы «12 стульев», но каждый раз, делая ту или иную новую постановку, постановочная группа открывает каждый новый спектакль новым ключом. И вот сегодня здесь, столкнувшись с новой театральной реальностью, новой сценической площадкой, с новыми артистами, любая театральная реальность, любая театральная компания диктует постановщикам новый, иной способ существования. И, конечно, я хочу подчеркнуть, это эксклюзивная, новая, наша сегодняшняя якутская театральная постановка, которая будет шикарным зрелищем, шоу, ноу-хау. И этот спектакль не сможет увидеть никто другой, как зритель, который придет в Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия. Добрый день еще раз, Иван Барков, Якутия-Инфо. К Сергею Сергеевичу вопрос. Это фактически ваш, ну не фактически, а вообще ваш первый проект в статусе директора, большой проект. Почему именно его вы выбрали как ваш первый проект? Первый вопрос. Второй вопрос. Проект масштабный, как вы это уже несколько раз упомянули, все-таки почти вся группа из Беларуси. Может быть, некрасиво спрашивать, но все же удалось найти какие-то средства дополнительные, потому что все мы знаем, что не так все просто у нас, скажем так, с культурными делами. И третий вопрос уже просто по спектаклю. Я тоже очень люблю «12 стульев», перечитывал несколько раз. Фильм, ну, мои личные предпочтения Гайдая фильм, но все же это текст. И текст все же самое главное. Как, вот, тем более, что у вас есть уже опыт постановки, как все-таки без текста можно передать все это вот очарование Ильфа Петрова? Спасибо. Ну, я, наверное, на все ваши 3 вопроса сначала отвечу каким-то одним ответом, а потом уже подключатся мои коллеги. Говоря о первом продюсерском проекте в должности директора Государственного театра оперы и балета, я могу сказать, что я пытаюсь мыслить стратегически. Я пытаюсь мыслить годами, сезонами и большими пластами. Да? Как говорят все-таки люди, которые занимаются искусством. А я считаю, что директор театра, особенно директор театра оперы и балета, сегодня это продюсер, это тот человек, который определяет и художественную концепцию, в том числе развитие учреждений культуры. В художественной концепции развития нашего учреждения предусмотрено 4 крупных театральных постановки в 2020 году. Это балет «12 стульев», оперетта «Сильва», опера «Кармен» и национальный балет Кирилла Герасимова «Благословенные узоры». Это абсолютно 4 разные грани, 4 разные плоскости театрального искусства, и они для нас все 4 ценны и приоритетны. Говорить о финансировании сегодня было бы с моей стороны несколько опрометчиво, потому что все-таки финансирование учреждений культуры, каким бы проблематичным сегодня оно ни являлось, это является определенной коммерческой тайной. И моя задача как директора театра заниматься поиском финансирования для этого спектакля. Русский, российский и белорусский народы всегда
существовали в одной системе координат, и я думаю, что приглашение белорусских постановщиков, которые сегодня являются гражданами союзного государства России и Республики Беларусь, это, конечно, для нас в том числе и дружественно-политическая задача. Я считаю, что когда есть какие-то, в том числе и финансовые проблемы, это очень хорошо. Когда есть проблема, всегда очень интересно и азартно, как Остапу Бендеру, эту проблему решать. Поэтому я могу так несколько перевести на хореографа и на режиссера, которые немножечко подробнее расскажут о том, что чем интересен этот спектакль, отвечая на тот вопрос, который вы задали о тексте. В этом спектакле разговаривают. Да, разговаривают, но разговаривают не так, как вы привыкли в драме, и не поют, как вы привыкли в опере. Это такой несколько иной шаг для того, чтобы зритель сегодня понял, что балет и театральное искусство готовы меняться для того, чтобы быть понятным сегодня более широкой зрительской аудитории. Это не говорит о том, что мы сегодня хотим опускаться до каких-то площадных способов выражения. Мы, наоборот, хотим сегодня сделать так, чтобы поднять уровень восприятия зрительской аудитории и сделать так, чтобы сегодня балет был интересен широкому кругу зрителей. А о том, как разговаривают в балете «12 стульев», премьера которого состоится 25, 28, 29 марта в Государственном театре оперы и балета Республики Саха-Якутия, расскажет режиссер-постановщик спектакля, режиссер-постановщик театра «Территория мюзикла» Минск, Республика Беларусь Анастасия Гриненко. Ну, на самом деле, да, в спектакле много диалогов. Ребята, которые репетируют, они уже понимают, что там есть действительно много именно диалогов пластических, эмоциональных, актерских, но и текст там будет. Не в том смысле, как мы привыкли, но какие-то цитаты, они будут появляться в самых неожиданных местах, и внимательный зритель и любитель романа, он их найдет на самом деле. И он найдет даже, наверное, ту философию, которая была у Ильфа и Петрова, да, тот взгляд на нашу какую-то жизнь, да, на жизнь того времени, скажем. Но это как у нас просто есть много молодых артистов, и когда мы их спрашиваем, вы читали роман «12 стульев?» Они говорят, нет, зачем нам читать это старье? Я говорю, вы не знаете истории своей страны, если вы не прочитали роман «12 стульев». Вы просто не понимаете половину того, что вы видите. И то, что там заложено, я думаю, что оно тоже сочетается в балете. Как это ни странно, обычно балет не ставит перед собой таких задач, да, больших, философских. Он, как правило, это более эстетские какие-то задачи, а тут у нас прям две и очень противоположные. С одной стороны, это такое размышление серьезное, а с другой стороны, очень веселая история, и мы хотим, чтобы зрители смеялись. И эта задача посложнее, чтобы на балете смеялись. Когда мы ехали сюда, на эту пресс-конференцию, я задал вопрос нашим артистам, Павлу Необутову, Валерию Аргунову. Скажите, а все-таки вы исполняете партию или играете роль? Я не буду сейчас раскрывать тот ответ, который я получил, пусть это останется такой несколько коммерческой тайной нашего театра, но я хотел бы этим вступлением перевести к вопросу к обоим солистам нашего театра. Хотел бы сказать о том, что партию Остапа исполняет Валерий Аргунов и заслуженный артист Республики Саха-Якутия Сарел Афанасьев. Это два исполнителя. И партию Кисы Воробьянина исполняет заслуженный артист Республики Саха-Якутия и отличник культуры Республики Саха-Якутия Павел Необутов и Тимофей Федотов. Вопрос к нашим артистам. Подстегивает ли вас работа в двух составах? Интересно ли это смотреть, когда работает твой коллега? Помогает ли это увидеть собственную работу со стороны для создания образа Кисы Воробьянинова и Остапа Бендера? Удобнее было бы вам, если бы вы работали один,
да, в этой роли, или интереснее вам, когда у вас есть партнер, ваш коллега? Кто хочет первый? Мне очень нравится, когда я контактирую с другим партнером, и когда я с ним общаюсь глазами, общаюсь жестами, и как бы это совсем необычно очень для меня. Обычно я танцевала только с партнершей, с девушкой, с которой я ее поддерживаю, поднимаю, помогаю ей как партнер, а тут появляется мужчина, с которым я должен контактировать совсем по-другому. Я должен с ним составить компанию и провести с ним весь балет. Спасибо. Ну, я хочу ответить на вопрос того, подстегивает ли нас исполнение в двух составах. Я хочу ответить как легенда мирового балета Михаил Барышников. Танцевать надо не лучше других, нужно танцевать лучше себя самого. Поэтому, с одной стороны, да, это помогает, но с другой стороны, всегда надо ориентироваться только на самого себя, анализировать. Самоанализ для меня, так скажем, первостепенная задача, чтобы исполнить свою партию лучше. Вот, собственно, и все. А так я полностью присоединяюсь к словам Валеры, то, что да, это немножко необычно, но на самом деле, опять же, с высоты прожитых лет в искусстве у меня уже был опыт работы вот в «Ромео и Джульетта», там, когда я исполнял Меркуцию, а Сорел был Ромео, и мы тоже взаимодействовали вдвоем, поэтому все нормально. Так часто бывает, что тот художественный образ, сценография спектакля готовится зачастую заранее, до того, как художник-сценограф приезжает в театр. Вопрос к Андрею Миренкову, художнику спектакля «12 стульев». Насколько оправдались ваши ожидания о сценической площадке, о той театральной коробке, которую вы увидели, потому что до того, как приехать, вы видели только план нашей сцены, и нужно ли было вам, а может быть сейчас вы этим занимаетесь, как-то адаптировать ту сценографию, которая была придумана еще в Беларуси, в Минске, к тем реалиям, сценическим реалиям здесь, в Якутске? Да, очень хороший вопрос, действительно. То, что я приехал и увидел, та планировка, которая была выслана нам в Беларусь, она оказалась, мягко говоря, не совсем точной. И если бы я не приехал, была бы большая проблема. А когда я непосредственно своими глазами увидел сцену, сцена очень, кстати, уютная, очень такая, что-то, то есть небольшая, как в настоящих операх, да, и не такая маленькая, как в драмах. То есть она действительно что-то такое вот, ну, очень хороший зал у вас и очень хорошая сцена. Да, пришлось адаптировать, и я думаю, что получится хорошо. Ну, то есть надо было в масштабе все посмотреть, все как-то так. Я думаю, что и со светом будет все нормально, и вот, так что я думаю, мы справимся. По поводу того, что со светом будет все нормально, хотелось бы задать свой последний вопрос художнику по костюмам Юлии Бабаевой о том, насколько художник по свету может трансформировать реальность. Вопрос о том, насколько художник по свету может поменять образность, и насколько художник по свету может изменить вид костюма, и может ли с помощью работы с художника по свету костюм читаться несколько иначе, и помогает ли это художнику по костюмам в работе? Дело в том, что да, даже самый обыкновенный костюм из самой простейшей ткани художник по свету может просто преобразить. Иногда даже меняется цвет ткани. Вот. 25, 28 и 29 марта в Государственном театре оперы и балета состоится замечательное, потрясающее, интересное театральное шоу «Балет 12 стульев». Мы ждем каждого из вас на наших спектаклях. Вы увидите то зрелище, которое вы не видели никогда. Это прорыв театральной реальности на якутской сцене. Саха опера и балет, Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия приглашает вас на наши спектакли. Если у вас остались какие-то еще вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Если нет,
тогда мы закончим нашу пресс-конференцию, посвященную нашей премьере. Всем спасибо. Всего доброго.